Деградация пастбищ усиливается с каждым годом, поэтому нужно срочно принимать меры по их улучшению. Одним из наиболее эффективных приемов их восстановления является предоставление пастбищам отдыха и подсев правильно подобранных к местным условиям многолетних кормовых трав. Решить эту задачу можно путем организации семенных участков в различных регионах республики, благоприятных для семеноводства с привлечением зарубежных сортов трав высших репродукций, таких как ежасборный, кострец безострый, овсяница, райграсс и житняк, подобранных с конкретными условиями. Наш научно-исследовательский институт как раз-таки занимается этим. В наших планах распространить уже адаптированные под наш климат семена разных сортов трав. Данный вид травы называется парей бескорневичный. Она была привезена из Российской Федерации, точнее с Ростовской области, 2 года назад. По словам специалистов, уже на 3-й год можно семена использовать уже во всех регионах нашей страны. Она уже адаптирована на наш климат. Посеян нами здесь для того, чтобы вывести нам свой сорт. Пока это питомник размножения. Мы его уже начиная с 2024 года заложили в питомник коллекционный. И теперь будем испытывать со своим дикорастущим сортом. У нас очень много на пастбищах растет пырей, особенно в Нарынской области, на пастбищах Каракуджурской долины. Джумгала, там вот это пойдет очень хорошо для улучшения пастбищ. Поэтому мы надеемся, что вот этот сорт можно будет внедрить в производство. С целью развития семеноводства пастбищных трав весной 2022 года был заложен семенной посев кострица безостого сорта Вейгур на площади 30 гектаров, полученного из Российской Федерации. Семена были закуплены через фонд Госматрезервов на сумму 1 миллион сомов. Отобран Ставропольский край. Это область, которая очень подходит к нам по почвенно-климатическим условиям. Там очень холодная зима, очень жаркое лето. И поэтому были выбраны сорта кормовых трав злаковых, которые именно совпадают с нашими сортами. Для этого вначале еще в 2021 году был отобран вот этот вот институт, Ставропольский институт сельского хозяйства, который работает и занимается именно селекцией злаковых трав. Мы к ним съездили, получили от них коллекцию, высадили у себя. И вот те травы, которые хорошо показывают себя в наших условиях, эти уже были закуплены в 2022 году. Мы закупили семена. Многолетние злаковые травы достигают своего максимального развития на 3-й год жизни, поэтому в 2024 году травостой выровненный, высокий, 100-120 см, имеет высокую облиственность. Ученые отмечают, что многолетние травы – гарант производства высококачественных кормов. Они также помогают фермерам решать множество проблем, повышают плодородие почвы, защищают от эрозии и являются отличным кормом для домашнего скота. Эрмек Куренкеев, Мирлан Джанубеков, ЛТР, Чуйская область.